Штодзень жыхары вёскі Страдзішча адчуваюць духмяны пах свежай здобы. Прадпрыемства па вытворчасці хлебабулачнай прадукцыі прапісалася ў будынку былой сталовай. Побач магазин, які набыў асаблівую папулярнасць у мясцовых жыхароў. У вытворчасці задзейнічана больш за 60 чалавек. Палова з іх – мясцовыя жыхары. Пачыналі вытворчасць 3 гады таму. Зараз у асартыменце больш за 30 відаў хлеба і здобы. Прадукцыя ад вытворцаў трапляе ў 13 гандлёвых кропак у Брэсце і раёне. Вокруг бизнеса в Беларуси ходят определенные мифы о бюрократических заморочках и трудностях в этом плане. То, что произошло за последний год, оно меня как предпринимателя очень радует, потому что либерализацию я уже почувствовал, реально. Кто бы что ни говорил, ходит много мнений по этому поводу, но я немножко вздохнул спокойнее. Ты уже больше думаешь не о проверках, а больше думаешь о клиенте, о том, чтобы сделать качественный продукт. Новой сторонкой для предпринимальников может стать и указ об развитии гандлю громадского харчевания и бытового обслуговывания, який уступил у силу 1 студзеня. И он прадугледжвае льготы для предпринимальников на 4 гады. Напрыклад, ставка адзінага падатка для індывідуальных прадпрымальнікаў за месяц толькі базавая велічыня, а таксама вызваленне ад падатку на нерухомасць і зямельнага падатку, арэнднай платы за участкі. Дзеянне указа закране больш за 1500 населенных пунктаў рэгіёна. Хотелось бы, чтобы торговля в сельском месте развивалась более активно. Она, если при общем количестве торговых объектов в нашей области порядка где-то 15 тысяч, то в сельском месте это количество чуть более 3 тысяч объектов. Мы надеемся, что он активизирует работу предпринимателей по привлечению их именно в те населенные пункты, в которых недостаточно торгового обслуживания, недостаточно объектов общественного питания, недостаточно, оказывается, и бытовых услуг. Свой магазин недавно открылся в вёсцы Луцевічы Кобрынскага района. Уладальники набыли гандлёвую кропку, калі даведаліся про указ номер 345. Решение бизнесу быть приняли на семейном совете. Это как бы сподвигло нас приобрести этот магазин. Как бы деревня у нас здесь большая, а магазина практически 13 лет не было. Дается возможность и другим предпринимателям на нашем примере показать о том, что в деревне можно открывать бизнес, можно вести какие-то проекты. Яшчэ больш надзей і на дэкрэт нумар 7. Згодна з яго артыкуламі, многія адміністрацыйныя працэдуры спрашчаюцца. Напрыклад, для вёсак з'явіцца рэальная перспектыва рацыянальнага выкарыстання старых аб'ектаў дзяржмаёмасці. Арендаторам теперь разрешено делать ремонт без согласования разрешительной документации. Сейчас при наличии проекта это все делается за один день в уведомительном принципе с исполкомами. Ожидаем и дальнейшего развития вот именно предпринимательской инициативы. И сделаем именно все для того, чтобы этому помочь. Такой же адпаведнай актыўнай рэакцыі чакаюць ад бізнесу. Ад іх залежыць, ці павялічыцца колькасць прадпрымальнікаў в обласці, у тым ліку і ў вёсках. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».